Здравствуйте, в эфире «Итоги недели», в студии Анастасия Чубаева. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Растут как на дрожжах. В республике выросли цены на овощи и гречку. Зарплаты у людей не повышаются, пенсии не повышаются, поэтому это сложно. Специалисты говорят, что ценники в магазинах вскоре придется вновь менять. С чем связан рост и кто его остановит, узнала Екатерина Тимиряева. Гречка входит в перечень из 24 социально значимых продуктов. Сидим дома. Впереди выходная неделя. В республике закрывают игровые комнаты, а клубам и общепиту запрет работы по ночам. В общем, вы не закрылись. Вы решили нас обмануть. Ну нет. 2 новых ковид-госпиталя за 2 месяца поставить в Зауралье и в Туймазах. А единственное в республике детское отделение в красной зоне уже заполнено маленькими пациентами. По моему мнению и мнению моих коллег, виной всему являемся мы, взрослые. Когда в дверь вашей квартиры стучится ее хозяин. Наследник этой же бабушки, и вот он требует, чтобы мы это выселялись. Липовые паспорта, охота на одиноких пенсионеров, черные риэлторы в республике обманули десятки жителей. Вашу долю перепишите, и тогда я долг вам прощу. Сколько человек проживает по этому адресу? 3. Как, когда и для чего Лилия Курбанова разложила по полочкам суть всероссийской переписи населения. Это нужно и для разработки стратегического планирования, для разработки программ развития. За день в республике на дорогах погибло 5 человек. В Белорецком районе авария унесла жизни 2 местных жителей. На 102-м километре автодороги Белорецк-Уфа рядом с селом Осы опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-2109. Республиканские спасатели произвели деблокирование пассажиров и водителя. В результате пострадали 5 человек, 2 погибли. Остальные госпитализированы в Белорецкую районную больницу. А в Салавате ищут водителя насмерть сбившего пожилого человека. 60-летнего мужчину сбили сегодня в 6 часов утра по улице Заки-Валиди. От полученных травм он скончался на месте, а неустановленный автовладелец, совершивший наезд, скрылся с места аварии. Сейчас объявлен в розыск. Госавтоинспекция Башкортостана просит всех владеющих какой-либо информацией по данному факту сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по телефону, который вы видите на экране. Еще 2 смертельные аварии произошли в Краснокамском и Сельтамакском районах. Между тем, Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными на дорогах. На следующей неделе синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Во время объявленной выходной недели будут действовать новые антиковидные меры. На это время в республике закрыли игровые комнаты, а клубам и общепиту запретили работать по ночам. Зато в списке документов, разрешающих находиться в общественных местах, включили медотвод при наличии отрицательного ПЦР-теста. Между тем, жители Башкортостана теперь обязаны по требованию должностных лиц предъявлять не только сертификат, но и документ, удостоверяющий личность. За соблюдением указа следят с помощью ежедневных рейдов. Уже выявлены нарушители. С подробностями Айгуль Хатыпова. Я думал, что это завтрашнего дня. Забыли или не знали, у каждого заведения свой ответ для проверяющих. Вот только от ответственности это никого не избавит. Согласно последней редакции указа главы республики, клубам и общепиту запретили работать по ночам. В Стерлитамаке надзорные органы проверили, как соблюдают новые правила. Я вас понял, просто извиняюсь. Полчаса, чтобы проводить гостей и закрыть заведение. Но, несмотря на замечания, некоторые все равно продолжили работу. Забаррикадировалась, ведет себя очень некрасиво. Подскажите, пожалуйста, пусть откроют рольставни. Там куча народу внутри. В общем, вы не закрылись. Вы решили нас обмануть. Ну нет. Теперь протоколы, составленные Роспотребнадзором, будет рассматривать суд. Нарушителям может грозить штраф или остановка деятельности на 3 месяца. Мы выявили ряд таких заведений, которые буквально в 2 часа ночи еще продолжают принимать людей. Сейчас суточное количество заболевших не превышает 670 человек. Этому способствуют ограничительные меры, введенные в регионе. Башкортостан выходит на условная плата. Но это не говорит о том, что ситуация стала легче. Количество больных по-прежнему высокое. Медикам пока перевести дух не удается. Мы видим, что у нас большое количество коек развернуто. Это более 7 тысяч коек у нас задействовано для оказания помощи пациентам с COVID-19 и внебольничной пневмонии. Поэтому я наших жителей призываю соблюдать те меры санэпидбезопасности, ограничительные мероприятия. Я всех очень прошу, вот эти 7 дней
провести с позитивом, побыть вместе, порадоваться. Природа еще нам дает такую удивительную возможность. Поэтому берегите себя, будьте счастливы, мира и благополучия вашим домам. И не переживайте, мы совсем справимся. Усилить коронавирусные ограничения на этой неделе поручил Владимир Путин. Кроме того, глава государства поставил задачу обеспечить перевод на удаленный формат работы сотрудников старше 60 лет. Также в этот список попали люди с хроническими заболеваниями. Срок удаленки составит 4 недели, в течение которых нужно будет в случае отсутствия медицинских противопоказаний вакцинироваться от коронавируса. В Трудовой кодекс введены нормы по регулированию дистанционного труда. И перевод на удаленку, он ни в коем случае не нарушит их права и гарантии. ПЦР-тесты больше не являются допуском в общественные места. Попасть в торговые центры, рестораны, фитнес-залы, салоны красоты и кинотеатры теперь можно не только предъявив сертификат о вакцинации, но и документ, удостоверяющий личность. Действительно, и справки о перенесенном ковиде в течение 6 последних месяцев. Но это важно, и мы понимаем, насколько важны принимаемые меры. Не восстановилась посещаемость торговых центров, и нам очень тяжело, но надеемся, что все это во благо. Вот только на просьбу предъявить один из документов на входе не все посетители реагируют адекватно. В ход идут даже кулаки. Вот здесь, понимаете, такой поток народа. У нас вот охранник стоит на входной группе, да, вот М2, сейчас можно будет пройтись. Он стоит, он, пожалуйста, QR-код туда-сюда наберет, он в лицо и плюет. Один охранник стоит, Меркурий-1, он говорит, дайте QR-код, женщина нападает, по лицу бьет. Между тем, власти региона в срочном порядке приступают к строительству еще 2 инфекционных госпиталей. Одну из больниц возведут в Сибае, вторую рядом с городом Туймазы. Опыт у нас уже есть. Мы первый построили в Зубу за 55 дней, потом в Стерлитамаке за 50, наши строители. В общем, вот приблизительный срок строительства такого госпиталя уже с учетом нашего опыта и наших технологий, он занимает приблизительно около 2 месяцев. Ситуация напряженная. Пожилые в зоне риска, но вакцинироваться не спешат. Хотя эффективность и необходимость самой прививки не отрицают. Молодым людям, конечно, где-то за 19-20, я думаю, что, может быть, даже и надо. Если работа связана или учеба, или с людьми. В Башкортостане с начала пандемии от коронавируса скончалось свыше 2500 человек. Из них большая часть – это пожилые. С 13 октября в республике ввели обязательный режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 65 лет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Теперь посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки, салоны связи они могут лишь 2 часа в день с 11 утра до часу дня. Вот порошок, видите? Порошок от талька может быть? Я же перчатки одеваю. Называется этот порошок специальное химическое вещество, которым, соответственно, были помечены заранее припонятых документы и денежные средства. Эти медики оказались нечистыми на руку в прямом смысле слова. В Сибае контрольная закупка выявила торговлю фиктивными ковид-сертификатами. Меченые купюры были обнаружены в кармане медсестры. По версии следствия, медработница изготовила подложные документы о прохождении вакцинации 9 жителей региона. Об этом ее попросила коллега, сотрудница лаборатории. Сейчас против женщин заведены уголовные дела. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Вот только если краску от купюр смыть с рук получится, то тень с репутации уже не убрать. Айгуль Хатыпова, Азамат Мухамедшин, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. И сейчас приходят печальные новости. На 91-м году жизни скончался народный писатель Башкортостана Нугуман Мусин. Один из крупнейших прозаиков. Родился в Ишимбайском районе. Стихи начал писать еще в студенческие годы. Однако свое призвание нашел позже, в прозе. Первый рассказ автора был опубликован в 1954 году. С тех пор из-под его пера вышли многочисленные рассказы, очерки, повести, романы. Прототипами героев книг писателя, а их свыше 50, стали жители его родной деревни Кулгунина. В этом году в честь 90-летия лауреата премии Салавата Юлаевой его имя присвоили школе, в которой он учился. $35 человек не стало за сутки из-за коронавируса. Всего в республике от COVID-19 умерли больше 2600 пациентов. За минувшие сутки подтвердили 668 случаев заражения. В Башкортостане продолжается вакцинация. За субботу прививку поставили 10 632 человека. А врачи, работающие в ковид-зонах, просят лишь об одном – прививаться. К антипрививочникам обратились и медики из единственного в республике детского отделения. Подробности в следующем сюжете. Видите, у меня здесь мятинка? Она уже просто профессиональна.
Каждые 6 часов, а то и больше, как зарубка на лице врача. Аделя Ахметова пришла в эту больницу 22 года назад, еще интерном. Не ушла и с наступлением пандемии. Одна запись в трудовой книжке все эти годы. Начинала я еще врачом-интерном. В мирное время я здесь заведую неврологическим отделением. А сейчас я врач-инфекционист. В волю случая или судьбы. Сложно. Ну, наверное, потому что за нами не стоит лес из врачей, готовых прийти и работать каждый день. А перерывов у болезни, конечно, нет. В инфекционном госпитале 5-й больницы спасают людей в 4 смены. В каждую трудятся по несколько десятков человек, от санитарок до заведующего реанимации. И предстоящие длинные выходные все ждут с ужасом. Мы со своей стороны, наверное, просим жителей республики все-таки соблюдать противоэпидемические мероприятия, побольше сидеть дома. То есть эти выходные придуманы не для того, чтобы отдыхать и веселиться, да, а для того, чтобы снизить нагрузку на нас, на врачей, на медсестер, нагрузку на инфекционный госпиталь. В инфекционистов переквалифицированы медики разных профилей. Эльвина Ямалединова в прошлом педиатр. С детьми продолжает работать, но уже в красной зоне. Увеличивается число госпитализируемых детей. На базе нашего стационара развернут единственный в республике детский ковид-госпиталь. У нас работает 5 отделений. Одно отделение реанимации и интенсивной терапии для детей с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. По моему мнению и мнению моих коллег, виной всему являемся мы, взрослые. Наша невнимательность, неверие всему происходящему, отказ от вакцинации. Прививка не 100% защита от болезни, но она, по словам медиков, в разы увеличивает шанс пережить вирус легче, с меньшими последствиями. Так Людмила Павлова прошла вакцинацию еще в июле. В начале октября заболела, успела вылечиться. И вот уже снова в строю, в офисе, на рабочем месте. Думаю, что я бы дошла до реанимации. Кто как бы не прививается, что они намного тяжелее болеют. И там, кто лежал в соседних палатах, кто не прививался, им было сложнее. Все же рассказывают страсти какие-то в больнице, что никто там не смотрит. У меня какой-то, наверное, был немножко такой страх. Но попав туда, я поняла, что нету такого страха, что ты под наблюдением. Их цель – спасти человечество, ведь такие горячие точки находятся по всей планете. Мирные воины, все как на одно лицо, в белом обмундировании, словно ангелы-хранители, почти анонимные и без крыльев за спиной. Они все были в костюмах, и все были в масках. И, если даже я кого-то увижу из врачей, наверное, на улице не узнаю. Наталья Стафиевская, Лилия Курбанова, Булат Садреев. Итоги недели. Заплатили за квартиру, но рискует остаться на улице. Уфимская семья приобрела жилье 2 года назад. Как выяснилось, недавно продавцами, вероятно, были черные риэлторы. Недвижимостью владела погибшая пенсионерка, якобы одинокая. Но после сделки объявился наследник. Сейчас идет расследование, как мошенники смогли присвоить и продать квадратные метры. Семья боится, что недвижимость в итоге отнимут. Подробности далее. Вот он на трех паспортах. Вот Шулепов, Макаров и Каримов. На всех одно лицо. То ли братья-близнецы, то ли резкая смена фамилии аж 3 раза. Копии паспортов фигурируют в деле о черных риэлторах. Оксана Ткаченко вместе с семьей рискует остаться на улице. Женщина живет вместе с сыном и мужем-колясочником. Вот видите, как живет. Видите, вон, молюсь. И не сплю, все как бы. От суда до суда будет звонить этот же наследник, не будет. Что нам будет с нас требовать, понимаете? А куда? Некуда. У меня жизнь как бы здесь. Все. Квартиру купили 2 года назад, продали старую и взяли кредит. Говоря о том, что жилье, условно говоря, ворованное, узнали в начале 2021 года. Дело о черных риэлторах расследовалось еще с 2019 года. Вот список квартир, которые предполагаемо были на карандаше у злоумышленников. Это квадратные метры, где жили одинокие бабушки или асоциальные личности, и те, у кого нет наследников, которые могли бы о них позаботиться. Такой была и квартира Ткаченко перед тем, как они ее купили. Но об этом они узнали гораздо позже. Вот только злоумышленники не уследили, правоохранительные органы нашли наследника. Звонил как бы наследник этой же бабушки, и вот он требует, чтобы мы выселялись. А
А суд решил, что просто все сделки являются же недействительными, а что делать он так это и не решил. Его фамилия Сазонов является наследником по завещанию этой бабушки. А почему эта бабушка попалась в поле зрения злоумышленников? Просто все знали, что у нее нету детей, но не догадывались, что есть наследник. Пенсионерка Сафина умерла 18 мая 2019 года. Но согласно ответу Рекпалаты, она благополучно 20 мая, то есть через 2 дня после своей официальной смерти, пришла в многофункциональный центр и сдала договор купли-продажи, который был зарегистрирован. Вот такие ходячие мертвецы. Как остановить черных риэлторов, на неделе обсуждали в Уфе. В столице Башкортостана состоялась пресс-конференция. Дело Ткаченко сейчас на особом контроле. Вообще данная категория дел, она имеет, так скажем, большой общественный резонанс. И, как правило, данные уголовные дела находятся на особом контроле. Оксана Ткаченко вместе с братом стали участниками движения «Бездомный полк». Пытаются помочь не себе, так хоть другим жертвам черных риэлторов. Поступают звонки, оказывается, про которую мы сегодня уже говорили, она до сих пор продолжает действовать, несмотря на то, что она находится на условном сроке. Есть фирма, которая, как Пешка, надо проверять еще, сейчас работает, не работает, и она запугивает семьи, она их обрабатывает, хочет продать квартиру, и вот у вас накопился долг, вы сейчас нам долю перепишите, а там ребенок и она. Вашу долю перепишите, и тогда я долг вам прощу. По подсчетам семьи Ткаченко, в Уфе несколько десятков жертв черных риэлторов. Правоохранители рекомендуют при покупке квартиры проверить квадратные метры по всем базам и не рисковать, если обнаружится, что недвижимость часто продается. Впрочем, Ткаченко это не помогло. В реестре их квартира была, что называется, чистая, несмотря на то, что ее историю успели очернить риэлторы. Росреестр нам выдал справку, 2 справки, то, что квартира чистая, что мы можем ее спокойно покупать. Динара Таймасханова, Лилия Курбанова, Азат Ишбулатов, Артур Ханов. Итоги недели. В республике за год овощи подорожали на 50%. Заметно выросла в цене и гречка. Такие данные приводят Башстат и Минторговли. Рост может продолжиться и в ноябре. Российские производители крупы распространили ритейлу письма, в которых указали причину. Увеличилась стоимость сырья и упаковки. Мнение участников рынка, а также статистику продуктовой инфляции узнала моя коллега Екатерина Тимиряева. Пенсионерка Роза Зиганшина готова покупать алтайскую гречку за 102 рубля за килограмм. Но если крупа подорожает, полезную и вкусную кашу придется готовить реже. Для большой семьи блюдо может стать дорогим и недоступным. Дорожать, конечно, это самое не надо, потому что зарплаты у людей не повышаются, пенсии не повышаются, поэтому это сложно. И у кого большие семьи, много детей, это сложно. Гречка может стать дороже на 10-20% уже с ноября. Об этом предупредили российские производители гречки, овсянки и хлопьев, которые сослались на рост стоимости сырья и упаковки и разослали письма ритейлу. Торговые сети ожидают снижения цен на крупу в течение месяца. Сейчас межсезонье. Прошлогодние запасы заканчиваются, а новый урожай еще в обработке. С начала года, по нашим наблюдениям, цена на данный продукт увеличилась где-то на 15,9%. И на начало октября средняя розничная цена за килограмм гречневой крупы составляет чуть больше 90 рублей. Причем отмечу, что данная цена, она ниже, чем общероссийская средняя цена и ниже, чем по Приволжскому федеральному округу. Башкортостан-стат подсчитал, что с сентября прошлого года по сентябрь текущего сильнее всего подорожал картофель, плюс 64%, овощи на 50%, сахар и подсолнечное масло в пределах 25-30%, яйца на 17%, а крупа и бобовые только на 12%. Эксперты объясняют, что такая ситуация по всему миру. На данный момент мы видим, что сезон урожая не везде удался, хотя рассчитано было на это. В то же время, я думаю, такого повального роста цен не будет, но в общем и гречка, и продукты питания будут дорожать. В связи с тем, что и на удобрения поднялись цены почти на 60%, тут и засуха, и конкуренция низкая. Ну и, наверное, еще играет все-таки до сих пор пандемия, что станок включен, печатный по всему миру. И, соответственно, эта тенденция повышения цен идет и по всему миру.
В Башкортостане розничные цены мониторят каждую неделю. Как сообщили в Минторговле республики, если выявляется необоснованное повышение, то информация отправляется в ФАС и прокуратуру. Новый урожай неплохой по прогнозам производителей, но этот урожай еще должен быть обработан, переработан, гречка должна быть подработана, обжарена и поступить на рынок. Естественный процесс. Но хотелось бы наших потребителей обнадежить, что, предполагаем, в течение месяца ситуация может откатиться. Такое подорожание гречки уже было. По данным Росстата, в мае 2011 года 1 килограмм этой крупы стоил 112 рублей. Это произошло так, как возник дефицит, вызванный засухой. Цена упала вдвое, до 48 рублей только к 2019 году. Государство может вмешаться в процесс и сделает это, если в течение 60 дней подряд стоимость увеличилась на 10%. Гречка входит в перечень из 24 социально значимых продуктов. Екатерина Тимиряева, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Курьезы, флешмобы и оды переписи населения. Так проходит кампания в 2021 году в Башкортостане. Чтобы пройти опросник, осталось всего 2 недели. Заполнить анкету можно в стационарном пункте, если вас сложно застать дома, или онлайн на портале госуслуг. И только до 8 ноября. Лилия Курбанова продолжит тему. Не всматриваешься ты в лица и в душу не лезешь, а все ж для каждой людской единицы ты место в таблицах найдешь. Не всматривается в лица, потому что анонимная перепись населения ведется со слов жителей. Предоставлять документы для участия людям не нужно. Видео со стихотворением Вадима Шефнера о статистике работники переписной кампании сняли для соцсетей. На пороге с рифмами они, конечно, не появятся. Что-то модно, вот эти флешмобы. Но не только не из-за этого, наверное, но как-то надо было обозначить, что перепись продолжается, что необходимо участвовать в них. Вот поэтому решили такой путь, такую форму. Для чего нужна перепись? Одна из причин формирования экономики, так говорят специалисты. Например, для планирования бюджета и закупок. Мы в последнее время часто говорим о школьном питании. Да, для чего нам необходима перепись? Потому что, скажем так, именно прогнозные показатели, которые мы на сегодня собираем, позволят нам определить, какое количество детей у нас пойдет в школу, условно, через 7 лет. Для этого мы можем определить, какое количество посадочных мест нам необходимо, какое количество нам необходимо технологического оборудования, какое количество необходимо нам тех же самых поваров. Соответственно, мы можем поставить уже непосредственную задачу образовательным учреждениям, чтобы мы готовили тех или иных специалистов. Новые данные переписи распределят по отраслям. К примеру, в образовании узнают контрольную цифру при поступлении в вузы и СУЗы. Станет понятно, сколько объектов строится и достаточно ли их. Для нас важно, владея вот этими цифрами, определять, какое количество педагогических кадров, учителей родного языка необходимо готовить для нашей системы образования с перспективой на 5-7 лет. Мы точно уже будем владеть данными, какое количество национальных образовательных организаций нам надо открывать и в каких муниципалитетах. Один из пунктов в опроснике об этнической принадлежности. Участники переписи впервые могут указать несколько национальностей и родных языков. С маминой стороны у меня корни в Кугарчинском районе. И несмотря на то, что мое детство было за пределами Республики Башкортостан, становление мое как спортсмена связано с республикой. Я защищаю именно честь Башкортостана, земли башкирской на международной спортивной арене и считаю себя полноценной башкиркой. Башкирт яктан килген телем бар. Пока жив твой родной язык, жива и нация. Так считают потомки гайнинских башкир, воспевая свой народ в стихах и песнях. А доблестную историю увековечивают в памятниках и скульптурах. В селе Барда открыт сквер в честь прославленного гайнинца, старшины волости и первого депутата уложенной комиссии из башкир Туктамыша Ишбулатова. Рядом с бюстом установлена и родословная. 20 лет уже мы работаем с башкирами над сохранением языка, культуры, традиций башкир. Но в основном наши такие мероприятия, как Шажира Байрам, нам помогают раскрыть корни. Большинство жителей сел и деревень переписчиков встречают едва ли не с распростертыми объятиями. Интервьюеров узнают не только по брендированным синим накидкам, но и просто в лицо. Обычно работники – это те же местные жители. Вообще-то мы госуслугами пользоваться вольно не умеем. Потому что мы же уже в возрасте, ему 73, мне 70 будет, поэтому
Поэтому лучше, когда вот приходите вы, мы поговорим вот так с вами, это даже приятнее. Я есть, я живу, как это про меня не писать, меня пропустить. Я считаю себя достойным гражданином своей республики, поэтому обязательно нас надо записать. Случаются и курьезы. Светлане Гайнуллиной на днях сделали необычное предложение. Вчера мне предложил переписать еще не родившегося ребенка, потому что уже жена на последнем месяце беременности. Поэтому... И как вы переписали? Естественно, нет, потому что ребенок еще не родился. В последний раз перепись проводилась 11 лет назад. Данные устарели. В одном из офисов МФЦ в опросе принял участие первый вице-премьер республики Рустам Муратов. Он отметил, что портрет региона по итогам переписи позволят в том числе разработать эффективные меры господдержки по отраслям. В социальной, к примеру, по словам специалистов, смогут скорректировать бюджет для каждого муниципалитета. Что мы имеем, это нужно и для разработки стратегического планирования, для разработки программ развития, ну и, конечно же, подготовки специалистов, привлечения инвестиций, развития бизнеса. Поэтому в этом процессе заинтересованы все, от государства и органов государственного управления до, конечно же, бизнеса, инвесторов и всех тех, для которых четко необходимо понимать завтрашний день. Еще есть время для того, чтобы ответить на вопросы. Перепись будет проходить почти до середины ноября. Также заполнить анкету можно на портале госуслуг, но онлайн только до 8 ноября. Данные проанализируют и для республики. Предварительные результаты по Башкортостану обещают подготовить к апрелю следующего года. Лилия Курбанова, Азат Садриев, Динара Таймасханова. Итоги недели. Новый месяц стартует с ряда важных изменений. Какие нововведения начинают действовать с 1 ноября? В нашем обзоре. Из-за нерабочей недели, объявленной Владимиром Путиным, правительство выделит бизнесу финансовую поддержку. Предприниматели получат гранты в размере МРОТ на одного работника. Заявки на выплаты налоговая служба начнет принимать с завтрашнего дня, а перечисление средств будет осуществляться с 15 ноября. На дополнительные выплаты с 1 ноября смогут рассчитывать некоторые категории пенсионеров. Коснется это бывших членов летных экипажей, гражданской авиации и отдельных категорий сотрудников сферы угольной промышленности. Пенсионеры в возрасте от 80 лет будут получать двойные страховые выплаты. Это около 12 тысяч рублей. Единовременную выплату в 50 тысяч рублей выплатят защитникам блокадного Ленинграда. Паспорта на новые транспортные средства отныне будут выдаваться только в электронном виде. Ранее выданные бумажный ПТС обменивать не нужно, они будут действительны. Автовладельцы сами решат, менять ли имеющийся бумажный паспорт на электронный. Также оформить электронное извещение ДТП теперь смогут все россияне. Оба участника должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО». Ранее услуга была доступна только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Условия выданных кредитов и займов могут измениться, если гражданин обратится с заявлением о снижении доходов. Для этого необходимо предоставить справку, подтверждающую, что заемщик или члены его семьи переболели COVID-19. Обратиться в банк с подобным заявлением можно с 1 ноября по 31 декабря. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят. Организовывать похороны теперь смогут не только работники похоронных бюро и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые. Для этого нужен опыт работы в подобных структурах не менее 2 лет, среднее профессиональное образование, а также прохождение профильных курсов по оказанию подобных услуг. С 1 ноября обновится максимальный размер комиссии перевода между физлицами. Перевод средств менее 100 тысяч рублей в месяц будет бесплатным. Комиссия при переводе свыше этой суммы составит 0,5% от суммы. При этом оплата за транзакцию составит более 1500 рублей. Семья из Уфы спасла 16 щенят, брошенных на трассе. От большого потомства бывшие хозяева решили избавиться, оставив коробки недалеко от дороги. Супруги заметили их по дороге в родную деревню в Туймазинский район. Оставить хвостатых на верную смерть они не смогли. Теперь малышам ищут хозяев. Об истории спасения в следующем репортаже. Такими же мокрыми, но не от теплого душа, а от холодного ливня Олег и забрал с трассы 16 щенят. Запуганных и голодных малышей они с супругой нашли в Туймазинском районе. Один из щенков выбрался из оврага на дорогу. Поначалу забирать кутят домой не собирались. Почти 2 десятка, хоть маленьких, но все же собак надо где-то содержать. Супруги покормили малышей и уехали. Как оказалось, ненадолго. Ночью начался ураган, ливень. Снег такой пошел. У меня сердце не выдержало. Поехал.
забрал. Щенят просто выкинули в поле, оставив в коробке. В ней же Олег и его жена повезли их домой в Уфу. По дороге хвостатая орава прогрызла картон и рассредоточилась по салону. Дома родители ждали ничего не подозревающие дочери. Такие вот совсем скромные, такие, маленькие. Я вообще от бабули узнала. Вот родители везут щенков. Мы такие, как так? И все. Начиная цифру 16 не называют. Да. Мокрые, холодные, грязные, дрожали, голодные были, накинулись на еду. И мы, и родители, постоянно кого-нибудь подбираем, находим дом. Но такого лова еще, наверное, не было. Такого еще не было, нет. Малыши пока изучают свое временное пристанище. Хвостатым выделили целый этаж, подвал. Но оставить их себе семья не может. Всем 16 нужно найти хозяев. Каждый из них отличается и внешностью, и характером. Так что отыскать именно свою собаку здесь точно можно. Самая маленькая такая, скромная вообще. Еще тут есть на волчонок. Вот прям волчонок прям такой тоже. Красивый такой. Имена малышам не дают, боятся привязаться, признается Лия. У главной скромняшки есть такие же братья. Распознать в щенячьей толпе их нетрудно. Выдают грустные глаза и спокойный нрав. Есть похожие на медвежат, даже урчат так же. Но одна среди хвостатых выделяется особенно. Вот эта белая малышка, можно сказать, и спасла своих братьев и сестер. Характер у нее дерзкий, сама она активная. Она как раз и вышла на дорогу, едва не попав под машину, но тем самым привлекла внимание Олега и его супруги. Сейчас Олег вместе с друзьями заканчивает утепленный вольер. Материалами и едой помогают соседи и совершенно незнакомые люди со всего Нагаева. Семья мечтает лишь о двух вещах. Чтобы было все хорошо, чтобы их раздать, и чтобы они нашли свой дом. Каждый. И поменьше было таких людей, которые так относятся к животным. Если вы или ваши знакомые готовы приютить одного из щенят, вы можете позвонить по телефону, указанному на ваших экранах. Этим малышам уже однажды повезло, когда их сестру на дороге заметил именно Олег. Осмелиться взять на себя 16 щенков смог бы не каждый. И сейчас нужно еще одно чудо – найти дом для всех. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.